книги — это мерило того, как человек растет над собой. Одной из моих первых покупок на первую стипендию, это было, вот я пошел в магазин и купил себе толстенную книгу. Всем молодым отцам я советую читать Чингиза Айтматова. Я знаю, помню. Это рассказы Михаила Чайн «Кепсеннер», да? Вот сейчас вот как раз буду снимать фильмы, да, вот Михаила Чайн. И вот я помню, вот я как открывал там вот большие изображения, большие буквы, я там читал про Михаила Чайн «Кепсеннер». Это была первая моя книга, я которую вот показывал дома и говорю, вот я все прочитал и был доволен. Все говорят, о, молодец. А вот эти 3 книги, это я вот читаю на досуге. У преподавателя тоже есть иногда свободное время, да, и в этот момент я вот беру какие-то книги и читаю вот художественную литературу. Но хотя вот если, например, брать Алексея Иванова «Сердце Пармы», да, ну вот фильм я этот не смотрел, тут очень много параллелей, в принципе, да, и тут у меня вот, если видно, тут есть даже закладки, да, вот я там отметил любимые мои моменты, да, вот где можно, вот, цитирую своим студентам во время занятий, во время практических лекционных занятий, например. Ну, тут книга очень интересная в том плане, то, что как коренные, ну, тут христианство, язычество, Москва, там, удельные княжества, коренные народы, татары, да, то есть это все перемешано. Я ее прочитал давно, но до сих пор под впечатлением, да, и да, вот и как вот правильно говоришь, да, вот золотая полка, вот она там всегда стоит, вот, сунул руку, достал, и ты читаешь. Следующая книга — это Джон Роналд Руэлл Толкин «Сильмариллион». Одной из моих первых покупок на первую стипендию, это было, вот я пошел в магазин и купил себе толстенную книгу Толкина «Властелин колец», и на первом курсе я вот ее там залпом прочитал. Через определенное время, вот, когда ты хочешь углубить свою вселенную, расширить эту вселенную, да, вот ты приходишь к понятию Сильмариллион. Чингиз Айтматов, Пегий пес, бегущий по краю моря. Читал, не помню когда, давным-давно, когда я был юным, наивным, да. Я там прочитал, и как бы, ну, воспринимаешь как просто путешествие. Да, вот, там одна деревня, пошли на охоту. И вот я сейчас отец, да, вот у меня сын, и вот уже совсем по-другому заходит вот книга, повесть «Пегий пес, бегущий». Да, как отцу, и ты понимаешь, что такое быть отцом, например, да, вот это вот всем молодым отцам я советую читать Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий по краю моря». И вот когда ты вот отец, да, вот и ты понимаешь, вот что такое именно мужская дружба, именно что такое быть мужчиной. Это все описано вот в повести Чингиза Айтматова. Это классика жанра, притом, да, вот. И как раз я начал понимать именно в Казахстане, в степи, да, то, что ты вот когда-то вот, рядом курганы эпохи бронзы, например, да, вот сакские курганы, 2000 лет прошло, и ты стоишь, пришел и копаешь, и читаешь такие книги, и ты понимаешь, что такое жизнь, что такое человек. И понятное дело то, что книги, они дают возможность человеку оценить именно личностный свой рост, вот куда он дошел, кем он стал, и самое главное, куда он идет, например. Если Толкин — это юношество, студенчество, то Айтматов, например, это уже вот как бы отцовство, да, вот этот вот такой вот критерий, можно сказать. Кто читает, он всегда будет на голову выше или на шаг вперед у тех людей, которые просто вот потребляют информацию через тот же самый YouTube, например, да, тот же самый там пересказы, или, ну, как вот Хрестоматий же говорил, краткий пересказ. Ну, ты образованный, грамотный, молодец, ты достойный член общества, молодец. А если ты хочешь быть лучше, это да, это надо уже находить время, искать, да, вот читать что-то новое, и вот открывать что-то новое для себя, для своих вот каких-то, вот, то есть быть впереди. В этом плане я сейчас, наверное, отстаю, потому что я же сказал, я боюсь читать новые книги, потому что, ну, художественный, да, вот такой формат. Потому что книги — это мерило того, как человек растет над собой. А насчет качества, ну, не знаю, история рассудит. Ну, кто читает книги, они всегда будут управлять людьми. Это факт. Это то, что проверено временем.